В эфире Абхазского телевидения еженедельная итоговая программа «События недели». В студии Ирина Аршба. Здравствуйте. Уходящая неделя выдалась довольно насыщенной в информационном плане. Это и первое заседание утвержденного состава Кабинета министров, и заседание сессии парламента с обсуждением главного финансового документа страны, и ликвидация лесных пожаров, бушевавших в республике более 10 дней. Однако то, что произошло в последний день уходящей недели, не укладывается в понятие обычного новостного события. На набережной Махаджира в Сухуми средь бела дня были расстреляны люди. Трое неизвестных в масках из автомобиля произвели беспорядочную стрельбу из автоматического оружия в сторону летнего кафе «Сан-Ремо». Двое были убиты, а пострадавшая сотрудница кафе доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Кроме того, получили огнестрельные ранения еще трое граждан. В этот же день президент Рауль Хаджимба в связи с происшествием на набережной Сухума провел заседание Совета безопасности. Министр внутренних дел Гари Аршба доложил главе государства о принятых мерах. Президент поставил задачу силовым структурам задействовать все подразделения для раскрытия произошедшего преступления и привлечения виновных к ответственности, а также принять все необходимые меры, чтобы не дать возможность лицам, совершившим преступление, скрыться за пределы Абхазии. Прокуратурой города Сухум возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства, покушения на умышленное убийство 2 и более человек общеопасным способом, а также незаконного хранения, ношения, перевозки огнестрельного оружия, совершенного группой лиц по предварительному сговору. Совершено умышленное убийство Шамба Астамура Львовича, 1981 года рождения, и Авицба Алхаса Химцевича, 1981 года рождения. В результате беспорядочной стрельбы тяжелое ранение получила работница ресторана «Сан-Ремо» Акиртава Доминика Юрьевна, 1998 года рождения. Следователями проведены наружные осмотры тел погибших, назначены судебные экспертизы, изъяты видеозаписи с камер наружного наблюдения прилегающих территорий. Примерно 16 часов оперативными службами в городе Сухум в районе депо на прилегающей территории был обнаружен горящий автомобиль Toyota Mark II белого цвета без государственных номерных знаков. В салоне данной автомашины были обнаружены 4 единицы огнестрельного оружия системы Калашникова. Оперативным службам даны поручения об установлении местонахождения лиц, совершивших данное преступление. При появлении новой информации о ней будет сообщено дополнительно. На этой неделе состоялось первое заседание утвержденного состава Кабинета министров Абхазии, которое посетил президент Рауль Хаджимба. Повестка дня очередного заседания Кабмина, состоявшегося в среду 20 ноября, составила 24 основных и 8 дополнительных вопросов. Большая часть из них была посвящена утверждению государственных и ведомственных программ, а также кадровым вопросам. К примеру, на реализацию целевых программ Минздрава и соцобеспечения в 2020 году выделят из бюджета более 137 миллионов рублей. Среди них программы, направленные на реабилитацию инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, совершенствование противотуберкулезной помощи в республике, а также программа, предусматривающая лечение граждан за пределами Абхазии и на ее территории. На заседании Кабмина члены правительства проголосовали за подписание межправительственных соглашений о сотрудничестве между Абхазией и Никарагуа. В частности, речь идет об установлении полезного взаимодействия в области сельского хозяйства, культуры, образования и спорта. Постановлением Кабинета министров также утвержден разрешенный объем вылова хамсы в грядущую осенне-зимнюю путину. Он составляет 40 тысяч тонн. Согласно решению членов правительства, районам Республики Абхазия переданы пригородные школьные автобусы, приобретенные в рамках оказания Российской Федерации финансовой помощи Республике Абхазия в целях социально-экономического развития в 2019 году. Последняя партия транспортных средств, поступивших в республику, составила 14 единиц. Всего было приобретено 63 автобуса. На покупку общественного транспорта было затрачено 162 миллиона рублей. Внутригородские маршруты закрыты на 100%, то есть автопарк обновлен на 100%. По школьным автобусам мы на 80% практически обновили весь автопарк. По сельским цифры примерно те же. То есть на данном этапе мы этот проект закрываем. В перспективе будем думать уже с профильным управлением по дополнительным мероприятиям.
Проект закона о республиканском бюджете на 2020 год принят в первом чтении. 21 ноября состоялось заседание сессии Народного собрания. Депутаты рассмотрели 15 вопросов повестки дня. Также в первом чтении приняты законы о бюджетах Пенсионного и Дорожного фонда, фондов репатриации и обязательного медицинского страхования, внебюджетного Государственного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии и фонда соцстрахования и охраны труда. 6 вопросов повестки дня касались утверждения дополнительного перечня объектов государственной собственности, подлежащих приватизации и условий их приватизации. Все подробности у Амелии Бисмарк. Ранее проект республиканского бюджета на 2020 год был одобрен членами Кабинета министров Абхазии, после чего, согласно предусмотренной законом процедуре, документ поступил в парламент для его дальнейшего рассмотрения. Общий объем государственного бюджета на 2020 год по доходам составил 10 миллиардов 262 миллиона рублей, по расходам 10 миллиардов 516 миллионов рублей. Таким образом, дефицит бюджета Абхазии на следующий год 253 миллиона рублей. В 2020 году доходы государственного бюджета увеличатся на общую сумму 40,5 миллионов рублей. Увеличение собственных доходов составит 124 миллиона рублей. Также в 2020 году планируется направить 97 миллионов рублей на погашение части основной суммы внешнего долга по железнодорожному кредиту. В структуре доходов республиканского бюджета на 2020 год прогнозируется поступление собственных доходов в сумме 3 миллиарда 369 миллионов рублей. Председатель парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Наталья Смыр обратилась к коллегам с предложением поддержать законопроект в первом чтении. Нашими коллегами было принято решение о принятии данного законопроекта в первом чтении. И комитет предлагает поддержать данную инициативу. Более того, я еще хотела бы обратиться ко всем коллегам. Я просто уже неоднократно и на комитете высказал, но сейчас я имею возможность высказать в присутствии практически всех депутатов. Я вас прошу, если какие-то замечания у коллег будет по бюджету, просьба в комитет предоставлять все замечания в письменном виде. Иначе комитет не будет рассматривать устные замечания по бюджету. У депутатов возникло к министру финансов немало вопросов. Народные избранники попросили расшифровать определенные цифры, приведенные в статьях бюджета. Прям бросается в глаза это увеличение общегосударственных расходов на 338 миллионов 421 тысячу. При этом сокращение по направлению здравоохранения на 14 миллионов 327 тысяч. И на социальную политику 41 миллион 912 тысяч. То есть увеличение общегосударственных расходов на 338 и свыше 55 миллионов, 56 миллионов сокращения по отрасли здравоохранения и социальной политики. Кажется, наиболее важнейшие сегодня наши статьи расходов. Информация, представленная в законопроекте в части расходов, не отражает реальной картины, влияющей на итоговые цифры, подчеркнул министр финансов. То есть, если мы вот сейчас остановились на разделе 0102, это общегосударственные вопросы. Если рассмотреть данную классификацию в разрезе, то мы увидим с вами, что львиная доля увеличения расходов в этом направлении идет в рамках межправительственного соглашения о софинансировании заработной платы отдельных категорий бюджетников. Все остальные позиции практически у нас остались на том же уровне, а по некоторым позициям нам удалось достичь определенного сокращения. Депутат Валерий Агрба также обратился к министру с вопросом по поводу планируемого перераспределения средств на восстановление детской больницы в Сухуми. Джансук Нанба прокомментировал ситуацию. Вами было сказано, что это будет предусмотрено в расходах на бюджет на 2020 год в рамках социального проекта программы социально-экономическому развитию. Как я сейчас недавно выяснил, хотя мы действительно не видим эту программу, проект, принимая бюджет вот здесь на 3 миллиарда 246 миллионов программа, на этот год 1,5 миллиарда, и я узнаю, что детская больница не предусмотрена в трехлетней программе. Как вы можете это объяснить? И вы участвуете, являетесь членом межправкомиссии. Совершенно верно. Я участвую во всех совещаниях, которые проводятся с российской стороной. Я знаком с проектом программы инвестиционного развития 2022.
И, честно говоря, для меня вот то, что я сейчас услышал, явилось новостью. У меня нет такой информации, что данный объект исключен из перечня. Из тех материалов, которые у нас есть и готовятся к утверждению на межправкомиссии, которая, кстати, состоится 10 декабря здесь у нас в городе Сухум. То есть речь об этом объекте, она у нас всегда встает. Совершенно верно вы отметили, что российская сторона ставит ряд условий, в том числе и условия в части завершения в срок центральной районной больницы в городе Тхварчал. Есть такие вопросы, они обсуждаются, но об исключении объекта я... Но вот это новая информация, что вы имели в виду и приняли соответствующие меры. Но... Все. Народные избранники также озвучили ряд замечаний относительно финансирования сфер сельского хозяйства и образования. Для восстановления и развития сельского хозяйства 15 миллионов рублей. И как до этого депутат Агрба говорил, приобретение автомашин тоже у нас 15 миллионов рублей. Давайте не будем забывать, что у нас аграрная страна, что у нас вопросы демографии и языка связаны с сельским хозяйством. Нам необходимо принять в первом чтении, а затем приступить к работе. Но раз задали тон поднимать вопросы необходимые, и мне хотелось бы задать ряд вопросов. Меня очень интересно затронул один такой вопрос бывшего Министерства сельского хозяйства. Ныне Государственный комитет Республики Абхазия по сельскому хозяйству. Вообще сельское хозяйство должно датироваться государством, поддерживаться в районах. Большая часть населения занимается сельским хозяйством. Насколько оно эффективно? Вы обратите внимание, причину неэффективности – это та же граница. Причин очень много. Неправильно, что упразднили Министерство сельского хозяйства. Это мое личное мнение. Согласно результатам экспертизы контрольной палаты, средства, которые были отпущены на финансирование мероприятий по развитию сельского хозяйства, были израсходованы крайне неэффективно, подчеркнул Джансух Нанба. В этом контексте речь также зашла и о сельскохозяйственных кредитах. Деньги, взятые людьми в кредит на льготных условиях, а речь идет о 6% годовых, не возвращены. Самое страшное. И самое страшное, те цели, на которые они были получены, не достигнуты. После долгого обсуждения проект республиканского бюджета на 2020 год был принят в первом чтении. Народные избранники также проголосовали за утверждение бюджетов всех государственных внебюджетных фондов. Дальнейшая повестка дня включала в себя вопросы относительно приватизации государственного имущества. К примеру, пансионат «Энергетик» в Гагре включен в перечень объектов госсобственности, подлежащих приватизации. Способ приватизации – конкурс. Оценочная стоимость составляет чуть более 60 миллионов рублей. Начальная цена торгов – 61 миллион. Срок восстановления 3 года без условий сохранения целевого назначения. Вопрос относительно передачи нежилых помещений в безвозмездное пользование Единому духовному управлению мусульман Абхазии был отложен до следующего заседания. Амелия Бисмарк, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Депутат Народного собрания парламента Абхазии и председатель Комитета по государственно-правовой политике Валерий Агрба включен в экспертный совет Думского комитета по развитию гражданского общества вопросам общественных и религиозных объединений. Такое решение депутаты Государственной Думы Российской Федерации приняли единогласно. В Совете Комитета Госдумы Валерий Агрба будет курировать вопросы экспертной поддержки законопроектов в социальной и гуманитарной сферах. Что входит в основные цели и задачи этого экспертного совета? В основном это участие в подготовке проектов законов, проведение их экспертизы, если необходимо будет правовой, подготовка и проведение заседаний комитета, различных конференций, тренингов по всем вопросам, входящим в компетенцию комитета. Значит, основная деятельность и функция этого комитета и всех вопросов, рассматриваемых на заседании, связана с деятельностью институтов гражданского общества,
развивают проекты законов и совершенствуют вопросы, связанные с основными правами и свободами человека, закрепленных Конституцией, и иные вопросы в гуманитарной и социальных сферах. Есть у нас такая соответствующая проблема. В свое время было принято решение о принятии в гражданство Российской Федерации всех граждан Республики Абхазия, находящихся на территории Республики Абхазия. В связи с признанием этот процесс был завершен, и сейчас распространяется общий порядок, предусмотренный законом Российской Федерации о гражданстве Российской Федерации. На территории Абхазии осталось свыше 20 тысяч граждан республики, не имеющих гражданства Российской Федерации, а это связано с определенными сложностями пересечения границы вне территории Российской Федерации, связано с страхованием медицинским, вот очень такой серьезный вопрос, с пенсионным обеспечением. Поэтому председателем комитета был инициирован вопрос, давно ведется работа над поправками в закон о гражданстве Российской Федерации, и вносится соответствующее предложение об упрощенном порядке вступления граждан Республики Абхазия в гражданство Российской Федерации. Аналогичные недавно были внесены изменения и для республик ДНР и ЛНР были приняты соответствующие решения, и в упрощенном порядке они были приняты в гражданство Российской Федерации. Вот что-то подобное для нас будет предусмотрено. 21 ноября в Сочи подписан документ о продлении срока действия соглашения о сотрудничестве в области обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан России, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия. Документ подписали министр здравоохранения и соцобеспечения Абхазии Томас Цахнакия и статс-секретарь заместитель министра здравоохранения России Дмитрий Костенников. Подписанные документы носят технический характер, продлевают сроки действия соглашения 2017 года и вступит в силу после ратификации Госдумой России и Народным собранием Абхазии. Кроме того, в ходе встречи обсуждались и другие аспекты двустороннего сотрудничества, в частности, подготовка нормативно-правовой базы для строительства многопрофильного медицинского центра, а также лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан в стационарах республики, вопросы работы межгосударственного соглашения об обязательном медицинском страховании. Под председательством премьер-министра Валерия Бганба состоялось заседание абхазской части межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. Темой встречи стали вопросы предстоящего 18-го заседания МПК, которое пройдет в первой декаде декабря 2019 года в Сухуме. Открывая совещание, глава правительства представил членам абхазской части межправкомиссии нового руководителя Госуправления по строительству Тимура Агрба, а также проинформировал собравшихся о том, что курировать реализацию мероприятий инвестпрограммы вверено министру экономики. Участники рабочей встречи обсудили повестку и проект решения предстоящего заседания МПК, обменялись мнениями о содержимом будущей инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия, мероприятия, которые предстоит утвердить в ходе 18-го заседания. Сегодня мы собрались по одному вопросу, это обсудить с вами проект протокола, который был разработан для принятия его на межправкомиссии. Там есть небольшие изменения. Это в первую очередь то, что плата за переток электроэнергии в 190 миллионов они попросили перевести, российская сторона попросила перевести на 2020 год. Поэтому нам пришлось кое-какие мероприятия из программы 2020 года, которые мы могли бы в этом году освоить, перенести на 2019 год. И еще одно небольшое изменение. Это по нашей просьбе, вы знаете, когда президенты Абхазии и России встречались, вопрос стоял пенитенциарного учреждения, то есть тюрьмы. Мы включаем сумму для проектирования данного учреждения. Конечно, строительство его пока не по программе, не по инвестпрограмме. Я думаю, что будут изысканы другие средства Российской Федерации, но проектирование будет идти по инвестпрограмме. Все эти мероприятия, которые заложены в инвестиционную программу содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2020-2022 годы, они запланированы в объеме 4,5 миллиарда рублей в рамках бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете Российской Федерации. Соответственно, это по 1,5 миллиарда ежегодно. Вот в рамках этой суммы распределим мероприятия. В основном это автодороги, то есть инфраструктура. Большая часть средств будет направлена в электроэнергию. И один из таких основных социальных объектов – это строительство вновь детской республиканской больницы. А по изменениям здесь появилось старое это мероприятие, это кадастр, которое в принципе
Уже много лет мы занимаемся этим направлением в объеме 103 миллиона. Мы в рамках этой программы рассчитываем завершить полностью это мероприятие. Сейчас последний этап расшифровки расходов проходит согласование с профильными российскими органами, то есть Росреестр, Минэкономразвития. Там есть технические вопросы, связанные с операционной системой. Там, на следующем заседании межправительственной комиссии мы выйдем уже с конкретными проектами, со сметной документацией. Это общепринятая практика. То есть сейчас определены направления, мероприятия. И к следующему МПК, которое будет уже в следующем году, в первом квартале, мы выйдем с конкретными цифрами, рассчитанными в соответствии с нашими нормами и требованиями. Всю неделю в горах Абхазии МЧС республики совместно с коллегами из Российской Федерации тушили лесные пожары. По просьбе правительства Абхазии 15 ноября в республику прибыл вертолет МЧС России Ми-8, а 17 ноября к ликвидации возгорания был подключен самолет Б-200 «Амфибия». За 1,5 недели тушения было сброшено более 2000 тонн воды и сделаны 266 вылетов. На пресс-конференции, состоявшейся в пятницу в МЧС Абхазии, подвели окончательные итоги операции по ликвидации возгораний в горной части республики. На Кова расскажет подробности. Министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии выразил благодарность руководству России, посольству Российской Федерации в Абхазии, а также руководству МЧС России за оказанную помощь. По словам Льва Квициния, ситуация была сложная, но благодаря оперативным действиям и быстрому согласованию взаимной работы с российскими коллегами удалось избежать дальнейшего распространения огня. Министр также подчеркнул, что, как и всегда, помощь была оказана на безвозмездной основе. Это и таможенная, и пограничники, и все те службы, которые должны были задействованы, они проявили такой гуманизм, оперативно, и вовремя была представлена группировка, 2 судна, которые выполнили очень большую задачу на территории Абхазии, потому что в результате таких сухой погоды и в горных районах Абхазии возник пожар. Пожар где-то около 10 тысяч гектаров. Такого в Абхазии никогда не было. Напомним, что первые очаги возгораний были обнаружены 10 ноября на Сухумском перевале. Своими силами локализовать пожар МЧС Абхазии не удалось, так как очаги возгорания были расположены в труднодоступных местах, где была необходима специальная авиация. По запросу МЧС Абхазии из России прибыл вертолет Ми-8, а также самолет Б-200 «Амфибия» вместимостью 12 тонн воды. Заправка подобного воздушного судна производится на море, затем самолет направляется к очагам возгорания и сбрасывает воду. Мне очень приятно, что сотрудники МЧС России и МЧС Абхазии, я бы сказал, плечом к плечу защищали совместно горные склоны с экологически важными лесными ресурсами Республики Абхазия, которые имеют большое значение для следующих поколений. Очаги, определенные возгорания были в зависимости от направленности ветра, поднимались к исторически известному месту, селу Псху. Практически все сотрудники нашего посольства либо бывали там, либо собираются побывать там. Это тоже учитывалось в нашей работе по оказанию содействия МЧС Республики Абхазия. Председатель Госкомитета по экологии и охране природы Савелий Читанава также отметил, что ситуация была очень опасной, и только благодаря оперативным, слаженным действиям сотрудников МЧС удалось избежать трагедии. К тому же горели не деревья, а подлесок, так называемый низовой пожар. Животному миру не был причинен ущерб, так как животные – подвижный компонент экосистемы, и они могли бежать от пожара. Выпавшие буквально на днях осадки также поспособствовали полной локализации огня. Однако специалистам еще предстоит побывать на местах возгораний и провести необходимые исследования с целью выяснения ущерба, нанесенного пожаром. Командир авиационного звена самолета Б-200 Южного авиационного спасательного центра МЧС России Александр Маркухай рассказал, с какими сложностями они сталкивались во время тушения пожаров. Это прежде всего изрезанный рельеф и довольно узкие ущелья. Довольно узкие. Для самолета это вызывает некоторую проблему, потому что, сами понимаете, скорости полета больше, чем у вертолета, радиусы разворота больше, поэтому в этом сложность. Ну и сложность в том, что
Основные точки, то есть места пожаров, находились на высотах от 500 до 1000 метров. Вот это достаточно высоко, подобраться к ним иногда очень сложно было. Вот. Некоторые возгорания были почти на отвесных скалах. То есть сложность в том, что вся вода, которая попадает туда, на очаг пожара, она очень быстро скатывается вниз. В тушении пожаров было задействовано около 20 спасателей МЧС Абхазии. Что касается авиации, то самолет Б-200 совершал по 2 вылета в день и осуществлял до 15 заборов воды, а вертолет Ми-8 от 40 до 58 сливов. Всего за это время было произведено более 260 вылетов и сброшено около 2000 тонн воды. В рамках пресс-конференции также состоялось торжественное вручение медали МЧС Абхазии российским коллегам, спасателям МЧС России. Лесные пожары не только уничтожают деревья и кустарники, но и снижают защитные свойства леса. Уничтожается фауна, сооружения, а в отдельных случаях и населенные пункты. Кроме того, лесной пожар представляет серьезную опасность как для людей, так и для сельскохозяйственных животных. Согласно мировой пожарной статистике, ежегодно в мире возникает 7-8 миллионов пожаров, при которых погибает примерно 85-90 тысяч человек. Наш долг – сохранить и беречь природу, ведь последствия безответственного отношения к ней могут быть необратимыми. На Алакове, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. Пожалуй, одним из самых обсуждаемых в обществе событий на этой неделе стало отстранение от исполнения обязанностей директора Центра стратегических исследований при президенте Абхазии Олега Домения и назначение на эту должность Гиви Габни. Вслед за отставкой Олега Несторовича последовало коллективное письмо сотрудников ЦСИ, в котором они выразили свое несогласие с данным решением и ушли с работы вместе со своим руководителем. Сегодня мы пригласили в студию нового директора ЦСИ Гиви Габни. Гиви Георгиевич, вы приступаете к исполнению обязанностей директора ЦСИ в такой довольно-таки непростой ситуации. Каким вы видите выход? Ну, для начала нужно говорить о том, что никакого кризиса нет. Давайте уж так. То, что, допустим, был назначен новый руководитель на должность директора центра, ну, обычная практика, обычные явления при, так сказать, службе государственной. Почему я хочу подчеркнуть? Потому что любой из нас, который попадает на службу государственную, должен понимать, что эта служба сопряжена с определенными правилами, процедурами, и многое не зависит от конкретно нас, служащих тоже. Если какие-то изменения происходят, то вышестоящему органу виднее, как направлять данные изменения. Ну, а то, что вы говорите там в непростой ситуации, да, есть такой момент, что у нас большинство коллектива, оно решило не трудиться в Центре стратегических исследований. То есть, ну, называют это солидарностью с тем, что все-таки глава, ну, или исполняющий обязанности не был утвержден, я буду говорить словами правовыми, не просто, так сказать, вот какими-то общими, а правовыми. На самом деле был у нас исполняющий обязанности, у нас не было директора Центра стратегических исследований. Почему не было, это уже другой вопрос. Ну, 13 лет исполнял обязанности один, президент решил, это в принципе структура или, скажем там, государственное учреждение при президенте, он решил, что будет другой руководитель. В своем письме бывшие сотрудники ЦСИ аргументируют свое решение еще тем, что было изменено положение о процедуре назначения директора. Можете вот прокомментировать? Да, давайте я внесу ясность, потому что разные кривотолки по этому поводу, разная информация. Ну, а я не буду, так сказать, ничего придумывать. Вот передо мной положение, вот, так сказать, об этом центре и изменения в это положение. Ну, для начала, центр является, еще раз повторюсь, государственным учреждением при президенте. И, соответственно, так сказать, учредитель, ну так скажем уже, да, президент, он же и положение утверждает, и он же вносит изменения, различные изменения. Ну, не только в положении, как нормативно-правовой акт, скажем, исполнительных органов власти, но даже наши законы за определенное время претерпевают изменения. Если диктует действительность, скажем, или объективность,
то изменения нужно вносить. Чем оперативнее вносятся изменения в те или иные правовые акты, тем быстрее регулируются отношения. В данном случае за 13 лет никаких изменений не было внесено. Ну, давайте так уже конкретнее с точки зрения изменений, о которых говорит коллектив. У меня с коллективом было общее собрание, накануне того, как даже в это время они написали заявление об уходе. Я, конечно, по-человечески сказал: друзья, давайте поработаем. Будем работать, но будем работать на государство. Потому что этот центр создан для того, чтобы все-таки проводить научные исследовательские работы и в первую очередь для того, чтобы высшие органы власти использовали для служебных целей. Забываем все обиды, если они, конечно, есть. У меня никаких обид нет. Всех готов принять на работу, но тех, кто работает. А кто не работает, я буду увольнять. Это такой момент. Меня опередили сотрудники, я имею в виду большинство сотрудников, они говорят: нет, мы не хотим, мы не будем работать и так далее. То, что они заявления сделали и какие-то якобы процедуры были нарушены, еще раз повторюсь, президент положение утверждает, президент положение и вносит изменения. Никто другой не вносит изменения. Тогда давайте хронологически вернемся к тому, что все-таки исполняющий обязанности, который 13 лет исполнял обязанности, но у него была задача изначально в 2006 году, когда его назначали, чтобы он все-таки какие-то внутри структуры создавал. Любой руководитель, ему только созданная организация, и, конечно же, в соответствии с уставом, положением, он должен создавать эти структуры. В том числе и такую структуру, как подписанты заявления, они говорят об ученом совете. За 13 лет ученый совет не был создан. Нужно было создать ученый совет в соответствии с этим положением. Ученый совет потом предлагает кандидатуру уже директора центра президенту. Ученый совет не создан, никто не предлагает кандидатуру. И у нас не было нигде механизма, чтобы исполняющий обязанности был предложен вообще. Раз совет не создан, и он без совета существует, и в смысле предложений нет, то возможно и без предложений совета внести изменения, чтобы было без предложений. На самом деле здесь логика есть. Логика есть, если центр находится при президенте, то президенту надо дать возможность, чтобы сам он назначал, освобождал, назначал и так далее. Какими вы видите цели и задачи ЦСИ под вашим руководством? Вот это важнее на самом-то деле. Да. Когда вначале вы говорили, все-таки есть какие-то трудности и сложности, конечно же, от того, что большинство сотрудников уходит, это минус. В том плане, что мы оперативнее и быстрее приступать к конкретным обязанностям в соответствии с положением, уставом и так далее мы не можем. То есть какой-то период нужен для того, чтобы восполнить. А здесь главное – это сотрудники. Это действительно, я и подчеркивал, что те сотрудники, которые ушли, они достойные, их труды, я им тоже говорил: слушайте, у вас хорошие труды, об этих трудах знают, не обижайтесь, если об этом не говорят, но об этом знают, давайте продолжим это дело. Но не получилось. С точки зрения набора сотрудников предложения есть разных. Допустим, на сегодняшний день у нас много, скажем, специалистов разных областей, которые все-таки готовы заниматься научными исследованиями и с точки зрения стратегических вопросов. Есть такие, появились, я даже не ожидал. Информация приходит, мы проводим собеседование, уже часть работников есть сейчас. Мы закончим это формирование в ближайшие неделя-две, не больше. Теперь, как я вижу, конечно, любой руководитель, на нем лежит обязанность, чтобы он организовал работу. Для начала нужно понимать, что центр создан для того, чтобы подход к различным стратегическим вопросам был научным. Идея была заложена изначально такая. То есть нужно поднимать тему, скажем так. Опять же, когда я говорю тему или же направление, нужна связка между руководителем страны, который все-таки этот центр создает, и этим центром. У нас взаимоотношения такого рода мы уже обговаривали, и руководитель страны, глава государства прямо говорит: задачи я буду ставить, и он их ставит, задачи. И мы наши взаимоотношения формализуем до такого состояния, что у нас будут планы работ на год, на 2, на 3, то есть, скажем, ближайшие 4-5 лет, и планы будут утверждаться президентом страны, и мы в соответствии с этим планом будем работать.
Это как бы постоянная, обязательная работа. Какие-то будут заказы по различным вопросам, это тоже можно делать. И, в принципе, предыдущий состав, он этим занимался. Многие исследования проводились по заказам различных структур тоже. И вот таким образом я вижу эту работу. И приблизительно мы уже обговорили круг вопросов. Скоро, значит, наш план будет утвержден главой государства, и мы будем работать. То есть на 2020 год у нас будут определенные вопросы, на 2021, 2022 и 2023 будут определенные. Почему все-таки такая связка, она жизнеспособна, считаю, и в принципе должна быть результативной. Если взять практику работы такого рода центров, например, Россию, да, там эти исследования центра разработок, скажем так, да, они ложатся в основу там, различных нормативных актов высших органов исполнительной власти. И здесь тоже, значит, глава исполнительной власти, он понимает, какие направления ему нужно, так сказать, скажем, запускать или реформировать, изменять, получает информацию отсюда и принимает решения в дальнейшем. Поэтому ему видней, допустим, что важным является в 2020 году с точки зрения формулирования различных направлений политики, внутренней и внешней. И, ну, если так мы просто скажем, он должен быть главным заказчиком, так сказать, для центра. Скоро это будет на бумаге, потом мы и обществу тоже покажем, чем мы будем заниматься конкретно. Вот основной наш спектр работы. Основным трудом ЦСИ стала стратегия социально-экономического развития Республики Абхазия до 2025 года, которая была принята еще в 2016 году. Однако прописанные в документе рецепты, да, решения сложных экономических проблем так и остались на бумаге. Как вы вообще оцениваете возможность ее реализации до 2025 года? Программа или концепция, ну, стратегия, скажем, тогда это, скажем, это главное направление. Думаю, и в принципе, вот то, что я говорил выше, с точки зрения разных направлений, и президент страны, и опять же, взяв за основу стратегию, различные направления по разным проблематичным вопросам, как раз дальнейшее развитие, дальнейшая наша работа, она будет как раз в, так сказать, развитии вот этой стратегии. Ну, например, давайте просто, вот, к примеру, чтобы было всем понятно, телезрителю тоже. В стратегии, мы когда говорим об экономическом развитии, социально-экономическом, это же разные направления, там много, там с десяток направлений. И теперь каждая из них отдельно мы в самой стратегии мы видим общий подход к этим вопросам и, так сказать, как разрешать вопросы. А вот углубиться в каждое направление, вот я думаю, эта задача будет последующая. И до 2025 года, как раз то время, я говорил, когда говорил о планах работы нашей, и как раз оно в рамках по срокам, оно так и попадет. То есть, что важнее, что мы можем сделать в 2020 году, что вот сейчас нам необходимо в первую очередь, и дальше по, так сказать, срокам. И, ну, опять же, забегая вперед, скажу, вот давайте так. Берем направления, у нас там направления же разные. У нас направления и здравоохранения, у нас и культура, и у нас и соцобеспечение, вопросы коммунального хозяйства и так далее и тому подобное. Все эти вопросы, можно считать, являются и стратегическими тоже. И вот берем эту стратегию развития, которая утверждена, берем направление и развиваем дальше это направление. Я думаю, что вот так мы будем работать, и задача нам поставлена именно в таком русле. Гиви Георгиевич, не могу с вами не обсудить еще один вопрос, который, в принципе, не имеет отношения к нашей сегодняшней теме, но имеет отношение к нашей жизни и к вашей профессии. В пятницу среди бела дня произошло преступление, которое не укладывается в голове. И когда мы слышим из новостей, да, что в какой-то стране происходит аналогичное событие, мы думаем, что в силу наших традиций глубоких и нашего воспитания в нашем обществе такое не может произойти, да, когда среди бела дня преступники хладнокровно могут выйти на набережную, где гуляют дети, где гуляют женщины, и вот так вот открыть беспорядочную стрельбу. Какие, на ваш взгляд, первоочередные меры необходимо предпринять, чтобы не только оградить наше общество от такого рода событий, но и поднять мировой имидж Абхазии как безопасной страны? Какой-то формулы, вот, которая сейчас раз ты вот щелчком там все это решит, конечно, нет. И я, да, допустим, не могу сказать, что можно сейчас сразу это сделать. Конечно,
мы говорим о том, что правоохранительная система наша хромает. Правильно же мы говорим? Поэтому здесь, конечно, нужны будут реформы в этой системе. Ну, понимаете, это вопрос теоретический, он действительно требует исследования. И опять же скажу, связываю с центром, и в этой области нам исследования надо провести. И это нужно делать в ближайшей перспективе. Просто сказать, что там традиции, кого-то останавливают, или сказать, что вот нужно вот этим структурам больше работать. Об этом всегда говорят. И, пожалуйста, он даже и на Совбезе президент задачу ставит. Но вы же понимаете, что мы вышли из советской системы, что-то оставили оттуда. Новые, так сказать, веяния времени, они предполагают каких-то изменений. И вот видите как, вот объективность требует, что-то нужно делать в этой части. Но это не только работа МВД, это не только работа спецорганов и так далее. Мы какую-то часть с точки зрения судебной власти провели изменения, реформы. Даже, вы же понимаете, даже какая реакция была и со стороны различных, так сказать, скажем так, организаций, со стороны части общества и так далее. Но все равно надо было проводить. Вот во всей правоохранительной системе нужно придумать такой механизм, чтобы вот такого рода, значит, деяния не были бы как бы повседневными, что ли, или же могли себе позволить, вот как вы говорите, средь бела дня и так далее. Вы же понимаете, что когда мы говорим преступность, она не чурается вопросов дети, женщины, старики и так далее. Есть свои задачи, они это будут выполнять. Поэтому здесь нужно, еще раз, реформу проводить и бороться с этим, не жалея никого, ничего, ни себя даже не жалея. Я так понимаю. Потому что вы же понимаете, мы даже вот самая такая мелочь. Вот нарушил что-то мой знакомый, родственник, товарищ. Ну ничего, давайте мы здесь ничего не сделаем. А ведь с малого начинается. Вот это все мы приводим к тому, что со временем на то меньше обращаем внимание. В этой части так лояльнее отнесемся. Нет. Все в рамках действующего законодательства. Не жалеть ни себя в первую очередь и, так сказать, особенно правонарушителей. Здесь необходимо тоже проводить исследования. И у меня, вот лично у меня в планах есть, чтобы это включить тоже в план работы нашей с точки зрения реформирования правоохранительной системы в целом. Многие говорят о необходимости прям срочного принятия закона о борьбе с организованной преступностью. Вы знаете, это часть действий, которые должны идти в общей концепции, так сказать, реформирования всей правоохранительной системы. Ну, многие же и также и говорят, что да, мы примем закон, а оно не работает. Если я буду углубляться, там различные структуры выполняют разные функции, и все как бы дублируют друг друга. Есть такое тоже. В России изменения были проведены. Тоже им было тяжело. 90-е лихие мы помним. Общество как бы на себе испытало и так далее. Но изменения были проведены, и соответственно, эти изменения касались и взаимоотношений, структуры, и, так сказать, скажем, нормативной базы и так далее. Поэтому в комплексе нужно все это будет делать. Сначала концепцию вырабатываем, и потом уже запускаем. Если нужно срочно об этом, конечно же, я не против того, чтобы срочно это законодательство было принято, чтобы в какой-то части ужесточить контроль, какую-то ответственность и так далее. Но это только ужесточение. Такого рода законопроект был направлен президентом, если помните, еще в марте месяце этого года в парламент, но, по-моему, он так еще и не рассмотрен. Ну, к сожалению, у нас же есть такие проблемы, что у нас по разным направлениям, по разным отраслям у нас много проектов отправляется в законодательный орган, но он не успевает их проработать, выдать и так далее. Здесь у нас механизм такого рода, что немножко мы отстаем, что ли, от требований объективности, от требований практики и так далее. К сожалению, это есть. Гиви Георгиевич, спасибо, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в студию. С 20 по 22 ноября в Красной Поляне в Сочи проходили 6-й международный туристский форум СИФТ-2019 и 4-й Всероссийский конгресс туроператоров и турагентов, в которых приняла участие и делегация Абхазии во главе с председателем Госкомитета по туризму и курортам.
На открытии турфорума в своей приветственной речи Автандилгарский отметил, что Международный туристский форум СИФТ с первых лет стал одной из наиболее авторитетных площадок туриндустрии для России. Руководитель ведомства также выразил убеждение, что абхазо-российское сотрудничество в сфере туризма, основанное на доверии и взаимопонимании, будет конструктивно развиваться во благо двух народов. Кроме того, Автандилгарский отметил готовность организовать рекламную, ознакомительную поездку в Абхазию для туроператоров, турагентов и всех участников форума, желающих посетить нашу республику. Форум СИФТ с первых лет стал один из наиболее авторитетных и востребованных площадок туриндустрии России. Я бы добавил и Абхазии тоже. СИФТ является не только эффективной дискуссионной площадкой и полем для обмена опытом, но и инструментом развития делового сотрудничества и взаимопонимания. И что все мы не просто коллеги, а скорее одна большая семья. Мы учимся друг у друга, перенимая годами накопленный опыт. Со своей стороны мы снова будем рады после форума провести очередной тур в Абхазию для всех желающих агентов и операторов, которые лично хотят увидеть своими глазами те места, которые посещают миллионы россиян. Участники форума сразу же откликнулись на приглашение и в день закрытия СИФТ посетили нашу страну. Осенняя Рица не нуждается в похвалах. Перед глазами встает картина озера, обрамленного багровым лесом. Именно на это сказочное время выпала поездка в Абхазию представителей туристического сообщества из различных регионов Российской Федерации. Для участников этой группы посещение Международного туристического форума СИФТ в Сочи дополнилось интересным путешествием по нашей республике. По специальному приглашению председателя Государственного комитета по курортам и туризму Абхазии с однодневной программой в страну приехали 30 российских турагентов. Мы соседи, я приехала из Кабардино-Балкарской республики, да, но несмотря на то, что вроде как мы через хребет, ехать далеко, но впечатления безумные. Первый раз в Абхазии, другие горы. Другая атмосфера, а так как мы группа, в общем-то, тех, кто непосредственно связан с туризмом, я думаю, что мы в ближайшее время я уже сюда группу привезу обязательно, потому что от тех впечатлений, от тех эмоций, которые получила здесь я, будет зависеть то, как я это все преподнесу вашим будущим гостям. Работа турагента во многом заключается в том, чтобы заинтересовать потенциального туриста в посещении определенного объекта или же страны. Наталья Волосина из Крыма признается, что с ней произошла противоположная ситуация. Клиенты ее агентства, которые побывали в Абхазии, постоянно делились положительными впечатлениями. В итоге интерес взял свое. И вот Наталья здесь. Целенаправленно ехала сюда, в Абхазию, чтобы увидеть, что же это такое, куда едут наши гости и почему они так влюбляются. Действительно, отправляла несколько раз уже сюда своих туристов, рекомендовала им. Но, сами понимаете, когда ты сам не видел своими глазами, то сложно говорить об этом. Сейчас мой рассказ будет более, наверное, структурным и более эмоциональным, потому что я ехала, восхищалась природой, восхищалась красотой. Она похожа, отдаленно похожа на крымскую, но все здесь другое, все здесь более эффектное. Представителей Крыма в составе данной поездки оказалось немало. Светлана Русь, сопредседатель Союза гостеприимства Крыма и Севастополя. Данное объединение включает в себя более 120 гостиниц. Специалист планирует организовать поездки для обмена опытом между крымскими и абхазскими ательерами. Хочу привезти сюда ательеров, организовать такую поездку, чтобы было сравнение, ну и как бы и увидели эту страну. Между Крымом и Абхазией организовано определенное взаимодействие в сфере туризма. Сотрудничество надо наращивать, отмечают участники поездки. У нас складывается такое взаимодействие, такая дружба. Я уже выходил с инициативой, говорил Министерству курортов и туризма Республики Абхазия о том, что нам нужно, может быть, как-то объединить даже усилия для того, чтобы продвигать совместно наши два региона. Почему? Потому что мы, на самом деле, такие радушные, веселые, да, жизнерадостные люди, добрые. Ждем туристов всегда к себе, ждем гостей, что в Республику Крым, что в Республику Абхазия. И вот в этом плане мы, конечно, можем объединить усилия. Абхазия обладает невероятным потенциалом, который необходимо транслировать в массы, отмечает турагент из Москвы. Через социальные сети, в данном случае площадкой выступает Инстаграм. Мы проводим некоторые турпакеты информационные для людей. В принципе,
как бы рассматривали часть Крыма и Сочи, но я считаю, что сейчас нужно уже и включать в программу Абхазию. Это будет обязательным пунктом, потому что это нужно видеть, это нужно знать историю. Это интересно. Практика подобных рекламных туров крайне оправдана и приносит свои результаты, подчеркивает председатель Государственного комитета по курортам и туризму Абхазии. У нас сегодня в гостях 30 туроператоров и представлены почти все регионы России. Вот это центральная часть и северо-западная часть, Урал и Зауралье. И вы обратили внимание, что здесь среди них есть и крымчане, с которым у нас заключен договор. У нас по межправкомиссии скоро у нас намечается поездка в Республику Крым. В общем, мы это делаем и будем продолжать. Представители туристического сообщества России в рамках одного дня посетили Западную Абхазию, увидели достопримечательности, побывали в местных гостиницах и поговорили с коллегами. Завершающую встречу в стиле абхазского застолья провели, общаясь со специалистами абхазской туристической отрасли по интересующим вопросам сервиса и безопасности. Амелия Бисмарк, Степан Мартиросян для событий недели. 25-26 ноября в Сухуме пройдет 5-й международный фестиваль культуры Фазиля Искандера «Стоянка человека». Организаторы мероприятия – Министерство культуры Абхазии и Международный фонд культуры Фазиля Искандера. В программе фестиваля 25 ноября открытие фотовыставки под названием «Фазиль и его окрестности». На ней будут представлены документальные фотографии Фазиля Абдуловича и его окружения в сопровождении аудиозаписи произведений в прочтении самого автора. Кроме того, в этот день состоится показ фильма «День жизни» или «Фазиль Искандер», заключительной части документальной трилогии о Фазиле Искандере. 26 ноября участники фестиваля и воспитанники Сухумского дома юношества высадят эвкалипты на набережной столицы. А в 16 часов в СДЮ пройдет конкурс детского рисунка под названием «Грушевый компот». 25 ноября в Абхазской государственной филармонии состоится торжественное мероприятие, посвященное 25-летию со дня принятия Конституции Республики Абхазия, в котором примут участие президент Рауль Хаджимба, спикер Народного собрания Валерий Кварчия, председатель Конституционного суда Нури Тания, общественный и государственный деятель, спикер Народного собрания с 1994 по 2000 годы Сократ Джинджолия. Во втором отделении состоятся выступления хореографических и вокальных государственных коллективов. Начало торжественного заседания в 16 часов. Такими были события уходящей недели. Какими они будут, мы обязательно расскажем в следующей программе. Всего доброго.